Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях пятницы, 30 июля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Алмазную столицу Якутии окутал густой дым от пожара в Сунтарском улусе. Какова лесопожарная обстановка в целом в Мирнинском районе? Ковид-фри зоны в ресторанах Якутска отменены. Все заведения отныне работают в едином режиме. В регионе растет число заражений ковидом. Школы подводят итоги государственной аттестации, а получившие дипломы сдают вступительные экзамены в вузы и СУЗы, куда отправились учиться юные линчане. Попавшие в трудную жизненную ситуацию якутяне могут восстановить документы, связь с родственниками и, наконец, вернуться домой. Очередной этап благотворительной акции «Путь к дому» прошел в Якутске. Еще одним удобным и красивым местом стало больше. Жителей города, особенно те, у кого есть дети, не нарадуются. В Нерюнгри появился новый сквер. На тушение лесных пожаров в Кобяйском районе направят дополнительные силы. Об этом во время рабочей поездки в Улус сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Сколько возгораний действует в районе и как планируют с ними бороться, расскажет Юрий Осипов. 5 из всех 8 лесных пожаров в Кобяйском районе сосредоточены именно здесь, в Ситинском наследии. Также в этой местности соединились сразу 3 лесных пожара, один из которых перебрался из горного района. Потом у нас, значит, соединились 2 пожара, 47-й, 48-й и 29-й с горного района. Вот, и подковы сейчас дугообразной формой и идет в сторону поселка. Сейчас принимаем превентивные мероприятия и вот делаем полосу через поля до естественных водоемов. Здесь на тушении пожаров задействованы 45 человек. В их числе местные жители, сотрудники авиалесохраны, Якутлесресурса, а также пожарные десантники из Федерального резерва. Защищаем населенные пункты от подходящих пожаров. Местность очень сложная, торфяная, болотистая. Мари много, лес он густой. Минполосу делает опашку трактор, то есть минерализованную полосу, от которой будет контролируемый отжиг проводиться в сторону пожара. Встречный пал, который встретится уже непосредственно с пожаром, дабы его забить и прекратить в корне, чтобы не пошел в сторону деревни. Работу огнеборцев усложняет труднодоступность местности. Это создает проблемы не только людям, но и технике, которая задействована в тушении. Здесь крайне труднодоступные места, вообще отсутствует любая транспортная проходимость. И вот пожары, которые возникли за последние недели, из-за сухих гроз они разрослись. Большие пожары тоже, которые в том числе пришли из горного района, которые здесь уже начали действовать, они соединились. И здесь, конечно, очень труднодоступной местности действуют большие пожары. В ближайшие недели в Кобяйском районе планируется существенное усиление лесопожарных формирований. Помимо людей, сюда также будет направлена и вездеходная техника, чтобы обеспечить доступ даже в самые труднопроходимые места. Юрий Осипов, Семен Семенов, Кобяйский район. Столицу Алмазного края окутал густой дым от пожаров в Сунтарском районе. На территории самого Мирнинского района действуют 4 лесных пожара. Они находятся в 50 километрах от Мирного, около 13 километров от поселка Айхал, между селом Сюльдюкар и поселком Светлый, а также в 32 километрах от села Тас-Юрях. В Мирном базируются самолеты Ил-72, 76 и 3 самолета-амфибии Б-200. Также в тушении заняты специалисты из Бурятии, Читы и Мирнинского района. Таких вот погодных условий их не было на протяжении уже десятилетий. И тем не менее, значит, даже сами жители, они вспоминают, что столько времени не было осадков. То есть практически все лето без осадков. Минимальное количество осадков. Это о чем говорит? Что все-таки климат меняется. Огромное количество пожаров, которые втрое превышают прошлый год. Данные пожары на сегодня, они не угрожают объектам. Да, они создают неблагоприятную атмосферу, потому что есть задымленность. Но эта задымленность также присуща других районов, на которых действуют лесные пожары. В частности, это Сунтарский район. Сунтарский район
в этом году у него зарегистрировано 98 лесных пожаров. То есть представляете, какое огромное количество пожаров. Ну, уже большая часть этих пожаров, конечно же, потушена, основная масса. Но тем не менее, такое огромное количество пожаров, которые возникли за вот этот летний сезон. В 4 поселениях Мирнинского района жильцов переселят из аварийных домов. Совет депутатов района решил увеличить расходы на межбюджетные трансферты. Так, Айхал получит средства на снос и демонтаж нескольких аварийных домов, а в следующем году более 46 миллионов выделят на планировку, вывоз строительного мусора и снос домов по улице Октябрьская партия и в поселке Дорожный. В Арылахе разработают проект и смету на снос многоквартирного дома по центральной улице. В Светлом проведут техническое обследование 21 деревянного дома. Поселок Чернышевский на выделенные средства проведет обследование для признания нескольких многоквартирных домов аварийными. Помимо этого, переселят граждан из аварийного жилфонда в новые помещения и разработают проект на снос одного деревянного дома по улице Каландрашвили. Создание комфортной социальной среды для своих специалистов в современных бизнес-условиях – пожалуй, главная задача каждой активно развивающейся компании. Какие методы воплощают в жизнь алданские горнодобывающие предприятия, узнавал Руслан Павлов. Грандиозное строительство развернулось на одной из сопок, окружающих город Алдан. К концу будущего года здесь вырастет 4 десятка домов коттеджного типа, который в пилотном названии звучит как «Селигдар Вилледж». Дома возводят на сваях по 2 современным технологиям, используя материалы с маркировкой «Эко». Энергоэффективность очень высокая, специально разработанные утепленные домокомплекты из клееного бруса для этого проекта на заводе компании. Крупнопанельная финская технология применяется до минус 50 градусов. Толщина наружного утепления 250 миллиметров базальтовой плиты. Плюс навесные фасады японские. Очень красиво будет. В идеале здесь появится мини-городок со своей независимой инфраструктурой, детским садом, досуговыми площадками, спортивно-оздоровительным комплексом, собственной коммунальной системой. А из окон открывается шикарная панорама на город. Место выбрано не случайно, да, это вершина, так скажем, одна из верхних точек города, где открывается красивый панорамный вид на весь город Алдан. Данный проект будет являться социальным и архитектурным украшением города Алдана. Коттеджный поселок – очередной проект Селигдара, направленный на кадровый потенциал холдинга. Компания развивается, и поэтому ей необходимо привлекать и удерживать специалистов. А жилищный вопрос – это самый весомый и актуальный аргумент. Поэтому мы заинтересованы не просто в привлечении высококвалифицированного специалиста самого по себе, мы заинтересованы, чтобы у него здесь состоялась его жизнь, да, чтобы он обосновался на длительный период. Именно как бы в этих целях. То есть это жилье строится не для вахтовиков, оно рассматривает как раз-таки постоянный переезд из его основного места жительства здесь, в Якутию, в Алдан. Кроме 40 домов площадью 200 квадратных метров каждый, проект предполагает возведение 2 таунхаусов. Все строения будут отделаны под ключ, полностью мебелированы, чтобы сотрудник, заселяясь, не беспокоился о базовых бытовых вопросах. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. Далее к эпидобстановке. Еще 129 человек заразились коронавирусом в Якутии за сутки. Из них в Якутске 69 человек. Об этом сообщила замруководителя оперштаба Ольга Балабкина. В Мирнинском районе 9 случаев заболевания, в Нерюнгринском 7, в Алданском районе выявлено 6 заболевших. В Вилюйском и Сунтарском по 5, в Усть-Алданском 4 случая. Еще в 13 районах фиксируют от 1 до 3 заражений. План по вакцинации против коронавируса в Якутии выполнен на 66%. 60% от плана набрали 14 районов, а менее половины – 3, в том числе Верхневилюйский и Татинский улусы. Также среди медиков начали ревакцинацию от коронавируса. В республике относительно тех групп, которые у нас провакцинировались в декабре и в январе, это в основном были медицинские работники, начался процесс ревакцинации спутником Лайт, а также спутник Лайт доступен в наших поликлиниках. Пока в небольших объемах, но через запись, о которой мы говорили всю прошлую неделю, сегодня является доступной вакциной. Необходимо обратить внимание на 3 района, которые не выполнили даже половину от плана. К таким районам относится у нас Верхневилюйский район и, соответственно, Татинский район. Еще раз обращаюсь внимание, особенно в Татинском районе.
Сегодня нельзя в вашем районе ситуацию назвать благополучной. Большое количество людей заболевших. Потери в семьях, в том числе и связанные с беременными и с молодыми мамами. Поэтому спастись мы сегодня, и вы спастись друг друга можем лишь только, если вовремя проведем вакцинацию. А прибывающие из-за рубежа должны загрузить на портал госуслуг результаты тестов на ковид. В течение 4 дней до их получения предписано соблюдать самоизоляцию. Это следует из постановления главного санитарного врача России. Напомним, правительство утвердило распоряжение, согласно которому въезжающие в Россию иностранцы должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус с помощью мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». А между тем, ограничительные меры по ковид в Якутии будут усилены в связи с ростом количества заболевших. В частности, заведению общепита вернутся к прежнему режиму работы. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев. В ближайшее время рестораны и прочие заведения общественного питания вернутся в единый режим работы без послаблений и ковид-фри зон. Сегодня на территории Якутии циркулирует несколько штаммов вируса, в том числе бразильский и индийский. Последний стал причиной роста заболеваемости среди детей. К другим темам. В этом году в Нерюнгри Центром занятости реализуются новые программы господдержки работодателей и безработных. В первую очередь это оказание помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Частично компенсируют затраты работодателей на выплату зарплаты. Если безработный гражданин будет трудоустроен в августе, работодатель получит субсидию в размере 2 МРОТ, то есть 46 тысяч рублей. Еще одна программа – это направление на профобучение с использованием информационно-аналитической системы ОБВ «Работа в России». Финансирование за обучение безработных граждан из федерального бюджета идет напрямую учебным заведениям. Также безработный гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, может заключить социальный контракт на поиск работы, на организацию предпринимательской деятельности и получить государственную социальную помощь. Финансирование проходит через Управление социальной защиты города Нерюнгри. Так, например, безработному гражданину для трудоустройства необходимо получить профессию или повысить квалификацию, а у нас нет возможности направить на обучение по выбранной им специальности. Управление соцзащиты выделяет господдержку на оплату обучения, гражданин обучается и трудоустраивается. Школы подводят итоги государственной аттестации, которая завершилась 17 июля, а получившие дипломы сдают вступительные экзамены в вузы и СУЗы. Так, в Ленском районе 98% выпускников сдали итоговые экзамены. С какими результатами окончили средние образовательные учреждения ленчане и куда отправились учиться, узнавала Анна Кожевникова. Абитуриенты из Ленского района отправились грызть гранит науки в вузы Сибири и Центральной России. Из 217 выпускников ЕГЭ сдали 212. Буквально 17 июля закончилась государственная аттестация. Но дополнительная возможность пересдачи провалившим экзамен будет дана в сентябре. 17 медалистов из 7 образовательных учреждений показали наиболее высокие результаты. Самые высокие баллы у нас дали 39 участников из 217 человек. Они показали 53 высоких результата. То есть это от 90 до 99 у нас 20 результатов, от 80 до 89 это 33 результата. Отличились 10 учеников из школы номер 2, 9 в 3-й школе, 8 в 4-й. Также показали высокие результаты от 1 до 4 человек в ВИТИ, меню и 1-й школе. 100-бальников в этом году нет. Самый наивысший балл 99 по химии набрал ученик СОЖ номер 2 Виктор Никонов. Некоторые выпускники отправились поступать по направлению от муниципалитета. В этом году у нас очень большой поток абитуриентов, желающих получить образование по программе подготовки кадров. Уже прошли 2 комиссии, на которые принято и рассмотрено 55 заявлений от абитуриентов. Все они утверждены, и ребята уже получили на руки гарантийные письма для дальнейшего поступления. Это порядком больше, чем в прошлом году. Администрация района обучает студентов по приоритетным направлениям: здравоохранение, образование, культура, сельское хозяйство и нефтегазодобывающая отрасль. Нынче спросом пользуются последние. Ее выбрали 17 абитуриентов. По окончанию вузов специалисты возвращаются в Ленский район. В этом году таких ожидается 8. И, конечно, жители Ленского района с нетерпением ждут, когда будет приобретено здание для Ленского технологического техникума. Его площади позволят расширить спектр профессий для абитуриентов и новый облик
повысит статус единственного в Ленском районе среднего учебного заведения. А если на его базе удастся открыть филиал университета, как обещал председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко, то тогда Ленский район будет обеспечен молодыми кадрами и отток молодежи значительно снизится. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. 8-й этап благотворительной акции «Путь к дому» прошел в Якутске. Так, по инициативе аппарата омбудсмена по правам человека, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут восстановить документы, связь с родственниками и, наконец, вернуться домой. Подробнее о мероприятии Сарглан Неустроева. Акция «Путь к дому» была запущена в 2018 году. С тех пор более 640 человек обратились за помощью к уполномоченной по правам человека Сардане Гуревой. Помочь, однако, удалось чуть более 50 человек. Но даже эта цифра уже большой успех для проекта. Мы с вами видим, вот если по итогам 7 акций более 640 граждан обратились, нам удалось вернуть домой около 55. И считаем, что если даже одному человеку мы помогли, это очень, такой действительно нужный результат. В этом году акция проходит в 2 этапа. Второй состоится 20 августа. По улице Федора Попова обустроен небольшой палаточный городок, где расположились все уполномоченные ведомства: Управление Федеральной службы исполнения наказаний, МВД, врачи, психологи и представители реабилитационных центров. И наша задача в этой акции состоит в анкетировании граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, с тем, чтобы в дальнейшем определить, куда что необходимо этому гражданину восстановить, там документы какие-то, какие потребности у него. Мы определяем первоначально на первом этапе, куда человеку дальше идти. По итогам 2020 года такими лицами было совершено 43 преступления, по итогам 6 месяцев 23 преступления. В основном преступления совершаются имущественного характера. Совместными усилиями мы хотим, чтобы таких лиц у нас в республике, в столице было меньше. Между тем, основную роль в возвращении человека в социум играет именно отношение к ним со стороны общества. Желание человека от мотивации, от того, что если он готов, то с человеком работать легче. Как общество его воспримет, так человек и себя поведет. Вот этот барьер человек не может пройти, потому что общество не принимает человека. В 2020 году акцию из-за локдауна пришлось временно прекратить. Тем не менее, желающих снова обрести дом оказалось немало. В этот раз люди начали собираться еще до начала мероприятия. Помогает и полиция. В ходе акции они на автобусах собирают бездомных по всему городу. Не для всех путь к дому окажется тем самым переломным моментом. Но специалисты проекта готовы помочь каждому, кто этого захочет. Сарглана Неустроева, Григорий Хлопков, Якутск. Лето – прекрасная пора для того, чтобы научиться чему-то новому, например, водить мотоцикл. С прошлого года в Якутске появился мотоклуб, в котором каждый желающий может почувствовать себя настоящим моторайдером. Для обучения вождению мотоцикла в клубе есть специальные пит-байки, научиться управлять которыми можно за 20-30 минут. И самое главное, для управления пит-байком не нужны водительские права. Данный вид техники относится к спортивному инвентарю, и кататься на нем можно исключительно на специальных полигонах, вдали от дорог общего пользования. Некоторые посетители мотоклуба через 10-15 занятий настолько увлекаются вождением мотоцикла, что задумываются о приобретении собственного железного коня. Техника питбайк отличается от мотоцикла в первую очередь своими размерами. Это мини-мотоцикл с меньшим диаметром колес, предназначенный именно для начинающих. То есть на нем удобная посадка. Для невысокого роста людей замечательно подходит для начала. Мы рекомендуем рост райдера более 150 сантиметров. И возраст может начинаться с любого абсолютно, потому что, в принципе, и профессиональные мотогонщики начинают заниматься прям совсем с малых лет. Тут зависит только от роста, чтобы было комфортно именно сидеть на мотоцикле. В Нерюнгри появился новый сквер. Жители города, особенно те, у кого есть дети, не нарадуются. Теперь еще одним удобным и красивым местом стало больше. По новому скверу прогулялась и Екатерина Павлова.
Еще в марте 2019 года прошло рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды. Вниманию горожан предоставили 3 проекта по благоустройству 3 общественных пространств. Активнее всего голосовали неравнодушные жители квартала Н. Поэтому после подсчета голосов для благоустройства была выбрана именно эта территория. Сегодня новый сквер – это 7251 квадратный метр благоустроенной территории. Решен вопрос по подходам к школе. Появились новые интересные арт-объекты, скамейки, детские площадки. Тогда был просто лес, и тут было как-то не так красиво. Тут посещать стали много детей, и мы тут часто приходим, играем. Мы тут проводим чаще всего около 5-6 часов, потому что тут очень интересно. Но особенно мы любим посидеть тут, поболтать, покушать мороженое, попить там газировки. Каждый день здесь полно людей. Гуляют мамы с детьми, приходят сюда молодежь и люди пожилого возраста. Классно тут гулять, вот много выгуливаю. А живем вот дом за спиной, Амосова 6-1. Хорошо, что сделали, правильно, для детишек тут раздолье. Вы вечером посмотрите, что тут будет. Тут они высыпят, как горох. Ну, молодцы, сделали для детишек хорошо. И взрослые сидят, отдыхают. Замечательно. Мы вот гуляем постоянно здесь и очень довольны. И спасибо администрации и всем, кто этим занимается, очень хорошо. Мы очень довольны. Главное, чтобы это сохранилось, чтобы это не, я говорю еще раз, повторюсь, чтобы это не ломалось, не портилось, вовремя убирался мусор, все, а так очень все хорошо и замечательно. Такой сквер – настоящий подарок для жителей квартала Н и всего города Нерюнгри. Единственное пожелание – сохранить его в первозданном виде, не изрисовать, не разломать. Ведь все его так ждали. Лето – это хорошо. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Якутский ботанический сад вот уже более полувека радует жителей и гостей столицы различными экскурсиями и прогулочными маршрутами. Они помогают отдохнуть от городской суеты. На территории в 15 гектаров расположились разные виды кустарников, трав, деревьев и цветов. А главное, жемчужина летнего сезона – лилийный цветник, спрятанный от посторонних глаз. О том, как растут лилии в суровых северных условиях, расскажет Надежда Саханская. Более 50 видов лилий, и каждая из них умудряется выжить в суровых якутских условиях. Но секрета здесь нет. Все дело в том, что эти лилии – азиатские гибриды. Азиатские лилии – это группа, это гибриды, сорта групп лилий, которые произрастают в Азии. Да, это очень много видов, где-то около 10 видов, и в том числе наша лилия пенсильванская. И другие виды, которые произрастают на севере, да, та же тонколистная, та же тигровая, это морозоустойчивые. Они легли в основу азиатских лилий, дав свое вот этот самый такой вот признак, как морозоустойчивость. Богатство и красота этих цветов на территории Якутии также объясняется азиатскими сортами растений. Эти гибриды неприхотливы и разнообразны по окраске. Есть сорта, которые смотрят вниз. Смотрите, вот пчелмовидные алые паруса. Да? Видите, есть вот вишенка, она вниз смотрит. Перед нами диковинная, изысканная оранжевая лилия. Такой сорт не встретишь в цветочном магазине. Он называется «Рысь», и увидеть его можно только в Якутском ботаническом саду. Садоводы-любители, которые и были основными гостями экскурсии, остаются в восторге и признаются, что им не помешала бы пара таких цветущих кустов на личных участках. С лилиями вообще у нас такая красота. Столько сортов, оказывается, мы вот узнали сегодня. И прямо так хорошо за ними ухаживают. Тут бы какие-то современные технологии бы вот вокруг что-то красивое сделать. Вообще цены бы не было. Многих дачников при выборе цветов для посадки останавливает резкий лилийный запах. Главная отличительная черта азиатских лилий – отсутствие какого-либо цветочного аромата.
Потому что иностранные лилии, в основном это восточные лилии, да, орлеанские, они или же трубчатые, или еще трубчатые, да, они с сильным ароматом. Это уже другой отдел группы лилий по классификации. Азиатские лилии покорили не только вечную мерзлоту, но и сердца эстетов. Полюбоваться воочию на такое изящество можно до конца августа в Якутском ботаническом саду. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Помните о безопасности, носите маску, соблюдайте дистанцию в общественных местах. Всего доброго и удачных выходных.